Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Бүгін біз Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданының Петерфельд деген ауылына келіп отырмыз. Бұл жерде Петерфельд деген шаруа қожалығы орналасқан. Бұл жерде біз келіп отырған мақсатымыз ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өндірістік микробиологияның препараттарымен осы шаруашылық қолданады. Бұлар ірі қарамен айналысады. Соған қыстық малдың азығына казбиосил және де ірі қараның төліне полуактавит өнімдерін алады. Сол жайлы білу үшін келіп отырмыз. Здравствуйте, Александр. Расскажите про вашу Петерфельд Агро организацию, чем вы занимаетесь, в каком направлении, и по нашим препаратам, какие препараты берете, для чего и какая польза от нее. Петерфельд Агро специализируется на производстве молока, земледелием занимаемся разведением двух пород, чернопестрой и симментальской породы. Это молочные, да? Молочные, да. Получается, мы заготавливаем полный объем кормов, себя полностью обеспечиваем кормами, грубыми, сочными, концентрированными. Вот на протяжении многих лет мы заготавливаем сенаж и силос, используем закваску казбиосил. Даже проводили опыты, мы покупали закваски более дорогие, в 3-5 раз дороже. Другие, да, не наши, не казахстанские. Да, не будем говорить, да, заграничные, в 3-5 раз дороже по цене, но на выходе при исследовании кормов мы получали одинаковый результат. Поэтому остановились на казбиосиле и работаем уже много лет. Вот данный бурт — это культуры однолетки, смешанные с суданской травой. Это заготовка позапрошлого года. Позапрошлого. Да, позапрошлого года. А здесь сколько тоннажей вообще? Здесь 7000 тонн. 7000 было, да? Вам, получается, на тот год, на зиму хватило, вот, получается, еще осталось, да, у вас, да? Да, у нас было несколько таких буртов. Нам надо на зимовку, на круглый год. Мы не выпасаем скот, поэтому мы кормим круглый год и заготавливаем 40-50 тысяч тонн всего сочных кормов. Вот я много видел, как этот сенаж делают, кто-то как бы, видишь, как бункер, или как-то, где бетонные ограждения, да, ямы, да. Ямах, а у вас почему вот так? У нас это все в планах. План. Немножко, да, мы на сегодняшний день строим еще один комплекс, а весной у нас еще один в планах комплекс на 600 голов. И поэтому потом уже время останется, средства будут, построим, конечно, ямы. Потому что, чтобы 40-50 тысяч тонн уложить в ямы, это большое строительство, большие затраты. И вот у вас большое хозяйство, есть некоторые маленькие хозяйства, у которых нет таких финансов. Но для них это самый практичный вариант, да? Ну да, удобно, это менее затратный, конечно. Если использовать закваску, хорошую интенсивную трамбовку, укрыть пленкой сверху с большим слоем соломы, отлично хранится, по несколько лет сохранится. А вот вы на каждую тонну сколько есть же вот нашего препарата? На 100... количество? Получается 30 грамм на тонну. 30 грамм на тонну, да? Да. Потом по цене как ваши устраивает цена? Да, устраивает, вполне устраивает. По доставке бесплатно все? Да, все удобно работать. Давно работаем. Давно работаете, да? Потом хотелось бы узнать, вот, ваш молочный продукт, да? Ну, как бы молочное направление у вас коровы. Вот закваски, они как бы улучшают, да, качество молока, жирность, да, всего? Ну, конечно, продуктивность увеличивают, да, и соматика молока отличная. Потом хотелось бы, вы бы порекомендовали другим сельчанам, другим хозяйствам этот продукт, как сами опыт сделали, пользу видите, устраивает? Конечно, за столько лет мы практически рекламируем ее. Всегда все же приезжают, спрашивают, чем работаете. Говорим, чем работают, просят телефоны. И вы же, наверное, знаете, что уже многие хозяйства с вами работают. Да. Вот. Ну, по качеству наш отечественный продукт устраивает, да? Да, устраивает, радует, приятно. Александр, вот с какими культурами вы заготавливаете? Ну, если сенажи мы заготавливаем комбинированную культуру, то силос мы заготавливаем только кукурузный силос. Да, готовим, стараемся ложить в 2 бурта по 18 тысяч тонн. Ну, так получалось последние годы. У нас устраивает. В этом году планируем 25 тысяч тонн заготовить. Вот сейчас как бы по новостям пока все знают, что сейчас в Западном Казахстане, Кызылординской области идет засуха, скот погибает, травы нету как бы для скота, для кормов. В вашей области как такое присутствует даже, да? Да, присутствует. Начало лета было сухим, тревожно было, конечно, но мы заранее готовимся. Мы в прошлом году заготовили на 1,5 года кормов, и поэтому мы кормили, как вы видите, это прошлогодний бурт.
И потом в середине лета-то прошли дожди, и теперь мы немножко кормозаготовку сдвинули. Ну, конечно, планировали больше получить. Ну, получается, наперед да. это как бы меры принимать, чтобы вдруг не будет травы, как бы засуха Да, будет, дождей не будет. У вас есть дополнительные как бы заготовки, чтобы не попасть в такую запас беду? есть, да. Александр, теперь вот про препарат полулактовид, как вы для телят их используете, какая польза от этого препарата и можно ли ее смешивать с антибиотиками и какую дозу даете? Ну, при нашем содержании, при нашей технологии у нас телята содержатся 10 дней в родильном отделении. Мы используем цельное молоко. Но для профилактики и лечения диареи мы используем на более раннем возрасте, используем полилактовид по 50 мл в каждую выпайку. Думаю, показывает хорошие результаты. Вот в этом помещении телята поступают на 11-й день, и здесь они их переводят на ЗЦМ. При ЗЦМ тоже используем полилактовид, что значительно сокращает или профилактирует диарею. Диарею, если она отсутствует, то, естественно, телята хорошо развиваются, дают хороший привес, хозяйство получает дополнительную прибыль. Ну, значит, от полилактовида у вас как бы для ваших телят есть огромная польза, да? Да, да, огромная польза. А сколько дней содержите здесь? Здесь содержим до 60-го дня. Ну, почти 2 месяца содержите, Да, потом уже. Потом у вас 3 фермы. Для чего это как бы? Есть какие-то стадии, да, у вас? Да, да, здесь на этой территории мы содержим дойных коров, родильное отделение и телята до 60 дней. В дальнейшем они уходят на другую территорию, другие группы, там уже другое содержание, выгульное. По возрастам содержатся, по весу. Ну, также такой же вопрос, по цене, по качеству вас все устраивает ваше хозяйство? Да, тем более, я уже говорю, при лечении антибиотиками телят тоже большую пользу дает. Другим хозяйствам тоже как бы рекомендация посоветую. Неоднократно рекомендовали, да, полилактовид, хороший препарат. Спасибо. Құрметті қазақстандықтар, назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.